В этих стенах пока еще спокойно. До окончания летних каникул осталось всего неделя. С 1 сентября ученики школы переступят порог родного здания уже с новым названием. По распоряжению правительства республики теперь это не коррекционная школа-интернат, а центр беспрерывного образования. Открытие было 10 сентября 2014 года. И за этот период было проделано очень много работы для того, чтобы мы могли перейти на эту ступень в Центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Была просто острая необходимость для детей нашей республики открыть коррекционный детский сад, открыть для родителей консультативную помощь, организовать службу, чтобы такая была, что у нас получилось, и предусмотреть профессиональное образование для детей, которые не могут поступить наравне с другими учащимися. Не выходя из этих стен, дети с ограниченными возможностями здоровья смогут получить дошкольное образование, перейти в начальную школу, далее в среднюю, а после окончания 9 класса получить и профессиональное образование. Сейчас готовят блок, предусмотренный для колледжа, добивают косметический ремонт. Мы обустраиваем и спальные блоки. В общем, для того, чтобы здесь можно было комфортно обучаться, создаем условия для студентов. Сколько аудитории вообще рассчитано? Рассчитано по каждой дисциплине будет по одной аудитории, примерное количество 13-15 аудиторий. Также по каждому профилю мастерская будет. Уже приобретен необходимый инвентарь для оснащения аудитории. Получать профессиональное образование в колледже будут 2 года и 10 месяцев. Всего выделено 36 бюджетных мест. Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут пройти обучение по 3 направлениям. Автомеханик, портной и мастер строительства. То есть портной мы рассматриваем для девочек, которые закончили 9 класс, также автомеханики, мастерского строительства на базе 9 класса тоже для мальчиков. Здесь же предусмотрены 10, 11 и 12 классы для умственно отсталых детей, которые смогут обучаться курсам массажа, парикмахера, вязания и декоративного искусства. А после окончания получат сертификаты. Первые занятия начнутся с 1 октября. Также Центр беспрерывного образования впервые в этом году примет дошколят с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 8 лет. Но уже с 1 сентября. Коррекционная группа на 30 детей будет функционировать в действующем детском саду при школе-интернат. У нас будут 2 воспитателя на дневном обучении, 1 нянечка. В отличие от нормы детей, коррекционные дети будут заниматься круглосуточно. Они у нас будут находиться круглосуточно. Значит, днем с ними будут воспитатели и нянечка, а вечером они будут с нянечками оставаться. Так все у них есть, игровые комнаты у нас есть, все подготовлено. Как вы видите, группы мы подготовили для них. Логопед свой есть, психолог есть. Уже к следующему году руководство центра планирует принимать в дошкольном учреждении исключительно детей с задержкой психического развития. А воспитанники норма-групп перейдут в новый садик села. Набор дошколят в коррекционную группу детского сада и абитуриентов в колледж еще продолжается. Набор проводится через Республиканскую психолого-медико-педагогическую комиссию. Значит, возрастные особенности какие? В садик мы принимаем на круглосуточное пребывание детей от 3 до 8 лет. В школу прием у нас идет от 8 лет до 18 лет. В колледж-классу у нас идет прием с 15 лет и далее возраст не ограничен. Значит, и школа, и сад, и колледж-класс у нас здесь круглосуточное проживание детей. Питание, проживание бесплатно. На государственном обеспечении находится наше учреждение. На базе школы также действует консультативный центр «Доверьтесь нам». Здесь принимают не только своих воспитанников, но и детей с задержкой психического развития и их родителей со всего региона. Услуги оказывают 23 специалиста – логопеды, дефектологи, психологи и воспитатели. Сумка, снеговик. Куб. Какого цвета? Синий. Несмотря на каникулярное время, консультативный центр свою деятельность не прекращает. Специалисты каждый день безвозмездно оказывают помощь детям и родителям. Первым посетителем сегодня стал Адам Дербичев, который обучается у дефектолога уже не 1-й год. Впервые мальчик заговорил только 8 лет. С тех пор родители совместно с логопедами не перестают бороться с речевыми нарушениями. Есть результат. Он у меня начал разговаривать 8 лет только.
И сейчас он уже выговаривает почти все звуки. Там осталось несколько букв доучить и все. А дома занимаетесь? Да, занимаемся дома. Свою деятельность консультативный центр начал еще в апреле 2018-го. Это была исключительно собственная благотворительная инициатива преподавателей. А в этом году центр стал обладателем гранта национального проекта образования и получил статус республиканского. В наш центр входят 4 базовых площадок по всей республике. К нам обращаются жители всей республики, в том числе и отдаленных районов. Чаще всего это родители, имеющие детей с ОВЗ, с инвалидностью. Также к нам обращаются родители, у которых дети с поведенческими нарушениями, дети, которые отстают по учебе, с речевыми нарушениями. Дети с ограниченными возможностями требуют особого внимания и подхода. Педагогический состав центра с энтузиазмом отдается своей работе. Ученики школы, несмотря на психические особенности, удивляют своими талантами. Так, большинство стен и аудиторий здания украшены их поделками. А в этом году количество воспитанников образовательного учреждения увеличится. Центр сможет принять до 350 детей. По всем вопросам деятельности центра непрерывного образования, в том числе и приема документов на дошкольное и профессиональное обучение, жители могут обращаться по номеру 8 928 091 6050. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.